Здравствуйте! Волшебный новогодний праздник у каждого человека связан с чем-то своим собственным. Наверное, у многих предчувствие новогоднего праздника возникает одновременно с появлением на прилавках магазинов многочисленных чудесных хрупких творений, елочных игрушек. Как один из самых главных символов новогоднего праздника, елочная игрушка имеет свою чрезвычайно интересную историю. Еще в конце средних веков жители европейских стран начали украшать свои жилища ветвями вечно зеленых растений. Но несмотря на запрет, неоднократный запрет властей, люди все равно переносили в дом еловые ветви или каких-то других вечно зеленых растений. Но по-настоящему модным стало это именно в первой половине XVI века. Именно тогда сложились классические правила украшения рождественского дерева. Вифлеемская звезда на макушке, яблоки, а сегодня это шары, как олицетворяли собой библейский запретный плод, и, конечно, горящие свечи, то есть, само собой, символ благодатного огня. Ну а сегодня это электрогирлянды, наиболее безопасные. Конечно же, излюбленные украшения были на протяжении долгих лет, веков. Это были съедобные украшения. В средние века вешали обязательно фигурки из вафель или каких-то из хлеба, из печений. Это как прообраз пресных хлебцов или просвир, которые применяли при обряде причастия. Также вешали фигурки ангелов, фей из чеканной латуни. Обратимся к истории новогоднего праздника именно на Руси. Изначально, издавна на Руси первый день года назывался новичком, а первый месяц года, март, назывался сухой или береза-зол. И было так на протяжении многих веков. Но в конце 15 века с постановлением Московского собора началом года начали считать 1 сентября, то есть первый день начала сбора дани, оброков и пошлин. Но и так длилось до начала 18 века, когда в 1700 году Петр I повелел праздновать Новый год именно в ночь с 31 декабря на 1 января. И именно он повелел, чтобы ель стала главным новогодним деревом. По его указу на главных площадях по ночам пылали огнем смоляные бочки, пускали фейерверки, и в домах пахло хвоей и смолой. Изначально так было только в домах придворных, в богатых домах. Также елками с горящими свечами украшали свои жилища многочисленные ремесленники-лютеране, приехавшие из Германии и поселившиеся на Васильевском острове. Но потом эта традиция распространялась по всему Петербургу, а затем и по всей России. Первая публичная елка была устроена в Петербурге в 1852 году в Екатерининском, ныне Московском вокзале. Но по-настоящему обычай наряжать елку и делать это именно к Рождеству возник при Николае I. Его супруга, императрица Александра Федоровна, урожденная принцесса Шарлотта из Пруссии, принесла в России этот обычай украшать жилище под Рождество елочкой с горящими свечами и дарить на Рождество подарки, укладывать их, раскладывать под елку, вешать на ветви. И вскоре этот обычай полюбился всем по всей России. И, конечно же, долгие годы, на протяжении долгих лет в России украшали елку съедобными изделиями, опять же. Это фрукты, сладости, это фигурки из песочного теста, завернутые в фольгу серебристую, золотистую или цветную фольгу. А также, опять же, фигурки фей, ангелочков, амурчиков из металла, из чеканной латуни. А первые игрушки, сделанные из стекла, были привезены из Германии.
Но вскоре и в России стали выпускать такие игрушки собственного производства, выдувались из стекла. Также выпускались многочисленные игрушки из папье-маше, из ваты, из ткани. Как мы уже сказали, вплоть до 1917 года, до революции, индустрия елочных игрушек в России была минимальна. Игрушек было действительно не очень много, их привозили в основном из Германии. Ну а зеленые красавицы украшались игрушками из папье-маше, ваты. Ну а самые лучшие игрушки считались теми, которые были изготовлены собственноручно хозяйками. И даже модный журнал для хозяек в 1916 году давал рекомендации, из чего можно изготовить елочные игрушки. Как их изготавливать? Из гофрированной бумаги, из фольги, из проволоки, из цветных шерстяных ниток и из многого другого. И действительно, игрушки были самыми простыми, но самыми интересными. И в нашем музее тоже есть игрушки того периода. Есть вот такая коза из папье-маше, и она займет достойное место на нашей елке. Также интересным будет и вот такой вот гусь. Тоже он сделан из папье-маше. Ну и, как мы уже сказали, игрушки делались из бумаги, из картона. И игрушка картонная того времени тоже есть в нашем музее. И если вы повнимательнее посмотрите на нашу елку, таких игрушек на нашей елке очень много. И цыпленок, и черепаха, и фрагмент из сказки о рыбаке и рыбке. И эта игрушка тоже займет свое место на нашей елке. Индустрия елочных игрушек прекратила свое существование после Октябрьской революции в 1917 году, когда власти усмотрели в елках и в праздновании Нового года и Рождества идеологическая несовместимость с курсом советской власти. А именно с 1925 года сказали, что праздник Рождество церковный, поповский праздник. Поэтому до 1935 года ни Новый год, ни Рождество не праздновались. Все изменилось в 1935 году. 28 декабря в газете «Правда» появилась статья «Давайте на Новый год детям устроим хороший праздник». Именно с этого времени началась реабилитация незаслуженного отнятого у народа праздника. А в 1937 году, в январе, в колонном зале Дома Союзов установили большую, красивую 15-метровую елку и устроили грандиозное праздненство. Теперь все это вернулось на круги своя. И празднование Нового года, и индустрия игрушек вошла в свое русло, и народу был возвращен этот праздник. Ну и, конечно же, в этот период времени были свои особые игрушки. Были парашютисты из ваты, были стеклянные дирижабли с надписью «СССР». Но даже в 1937 году была выпущена серия шаров с изображением членов Политбюро. Но вы можете представить, каково было повесить такой шар на елку. Было очень страшно. Не дай бог он упадет и разобьется. Ну а игрушка этого периода времени у нас тоже в музее имеется. Это вот такой небольшой шарик со звездой. И мы тоже его повесим на елку. Ну а в годы Великой Отечественной войны, конечно, выпуск игрушек, он немного уменьшился, но не прекратился. Празднование Нового года, оно оставалось.
И обряд украшать елку игрушками, он оставался. Это напоминало о мирной жизни людям и давало надежду на скорую победу. Действительно, в этот период времени и игрушки были особыми. В первую очередь это были игрушки военной тематики, танкисты, пистолеты, солдаты и даже новогодняя открытка того времени с изображением Деда Мороза, а Дед Мороз бил фашиста. Игрушки 40-х годов у нас тоже в музее есть. И это вот такая красная звезда картонная. И вот такой интересный шарик, игрушка в форме настольной лампы. Мы тоже ее повесим на нашу елку. После окончания войны жизнь вступила в мирное русло, и 1 января вновь стал нерабочим днем. Это произошло в 1947 году. Ну и, конечно, люди с удовольствием наряжали свои елки мирными игрушками. И в 1949 году, к юбилею Александра Сергеевича Пушкина, была выпущена серия игрушек с персонажами из сказок поэта. И в нашем музее тоже такие игрушки есть. Сказка о рыбаке и рыбке, мы ее все прекрасно знаем. И у меня в руках старик с неводом. Мы прикрепим эту игрушку на нашу елку. Какая еще игрушка по сказкам Пушкина? Вот такая красивая золотистая белочка с орешком. Мы ее тоже повесим на нашу елку, прикрепим повыше. Также в это время были популярны игрушки, которые могли стать такими важными для наших правителей. В это время все ориентировались на пристрастие Сталина, и производители елочных игрушек тоже на это обращали немаловажное внимание. Если Сталин любил хоккей, уважал хоккей, то появились елочные хоккеисты. Сталин любил цирк, появились игрушки цирковые. И у нас в музее тоже есть такие игрушки, которые были выпущены в угоду Сталина. Вот такой цирковой слон. Мы его тоже прикрепим на елку. Вот такой вот клоун с широкой улыбкой. Тоже мы повесим на нашу елку. Ну а в начале 50-х годов был перебой с продуктами. Продуктов было очень мало некоторых, ну и это тоже отразилось в производстве елочных украшений. Как вы думаете, что появилось? А появились фрукты, овощи, ягоды, конечно же, несъедобные. И у нас в музее есть вот такое вот яблоко из папье-маше. Вот такой вот огурчик. И, конечно, мы летом все любим ягоду клубнику. Вот такая клубничка. Мы тоже ее вешаем на нашу елку. Также в 50-е годы стало популярным производство игрушек
на различные темы, в том числе сказочные персонажи различные, звери, зайцы, медведи. Также стали производить игрушки, которые передают нам образ Снегурочки, Дед Мороза, Чиполлино, Аладдина. Очень много было таких персонажей. И у нас уже некоторые присутствуют на елке, а некоторых я вам покажу поближе. Вот такая вот у нас девочка-снегурочка. И хочу ваше внимание обратить, что именно вот 50-е, 60-е годы очень многие игрушки были вот на таких прищепках. Снегурочка у нас занимает свое место на елке. А еще одна игрушка, которую я вам покажу. Я вам говорила про Чиполлино. Вот, это луковка. Тоже посадим на елку. Посмотрите, как удобно. Он тоже будет сидеть. А из зверей у нас еще есть зайчик с барабанчиком. Тоже очень интересная игрушка. Фактурная, рельефная. Зайка и зайка. Мы тоже его посадим на елку. Ну и в том числе 50-е годы, конечно, мирная жизнь, все идет вперед, все растет, строится, развивается. И в это время появились еще бусы из различных палочек, бус стеклянных. И у нас такие бусы тоже есть. Посмотрите, вот такие бусы из стеклянных палочек, бусин, шариков. Это были своеобразные гирлянды для елки. Мы эту ниточку тоже повесим на елку для красоты. А еще появились композиции из тех же самых бусин, палочек и шариков. И получались тоже очень такие воздушные, интересные, переливающиеся елочные игрушки. И этот шарик занимает свое место на нашей елочке. Ну и, конечно, мы с вами не можем оставить без внимания такой фильм, который вышел в это время. Называется он «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова. И все мы с вами прекрасно помним сюжет этого фильма. Ну и по сюжету этого фильма была выпущена еще одна интересная игрушка. Появились в игрушечной индустрии вот такие часы с изображением циферблата. И стрелка на этом циферблате застыла в положении без 5:12. И этот шарик, его тоже очень любили, и он занимает свое место на нашей елке. В 1960-е годы был налажен выпуск елочных игрушек в виде вот таких вот початков кукурузы, снопов пшеницы, а также различных, опять же, овощей, фруктов, как несколько десятилетий ранее, в 50-е годы особенно. Да, это связано как раз с периодом правления Хрущева. Вот такой вот у нас початок кукурузы. Мы его вешаем на елочку. Корзиночка. Такая вот интересная корзинка с точками, яркими пятнами, точками, имитирующими фрукты. Или также и могут быть и цветы. Тоже вешаем на елочку нашу прекрасную корзинку. В 1960-е годы также в производстве елочных игрушек нашло отражение освоение человечеством космоса. Поэтому появлялись в большом количестве спутники, ракеты, космонавты. Вот как в нашем случае такой малыш в костюме космонавта. Такой интересный костюм в скафандре. На прищепке игрушка. И всевозможные шары с рисунками на космическую тематику. Все это выпускалось
также как раз именно эпоха, когда человек впервые полетел в космос. Мы ее тоже повесим, прикрепим на елочку нашего космонавта, малыша. Но в 1960-е годы впервые появились елочные электрические гирлянды. Сначала это были совершенно простые лампочки-шарики разных цветов, синего, красного, желтого, оранжевого, зеленого цветов, которые просто крепились к проводам и включались в розетку. Никаких реле не делали, поэтому они просто горели, не мигая. Но и при этом такие простые гирлянды во многом снизили пожароопасность, которая возникала при использовании настоящих свечей, бенгальских огней, как было в прошлом. Но впоследствии появились более современные, совершенные электрогирлянды, которые мы используем сейчас. В 1970-е годы выпуск игрушек более упрощается, елочных игрушек более упрощается, игрушки становятся такие более однообразные, уже не такие интересные, как ранее. Выпускаются серийные шарики, как в нашем случае, с узорами, такими-то, кистевая роспись, напоминающая такую народную роспись. Такие шарики, либо однотонные шарики с какими-то напылениями, узорами, вот сюда его тоже повесим. Всевозможные шишечки. Такие вот шишки у нас, маленькие шишки. Мы их тоже на елочку повесим. Обязательно. Некоторые шишечки, шарики у нас уже висят на елке. Пирамидки, вот такие вот, как игрушка юла или волчок. Такие тоже в большом количестве выпускались. Или вот такая вот золотистая юла, золотистого цвета, очень красивая, тоже повесим на елку. Вот такие вот подобные игрушки, приплюснутые шарики, тоже делались в большом количестве. Тоже повесим на елку, нашу елочку. Маленькие домики, избушечки разных цветов с припорошенной, как будто припорошенной снегом крышей, тоже выпускались, начинали выпускаться в те года. Ну, конечно, и в последующие десятилетия выпускались, появлялись тоже в производстве. Повесим на нашу елку всевозможные какие-то колокольчики. Тут такой вот нарядный колокольчик. Тоже и во многих семьях, во многих домах подобные игрушки можно встретить и вот по сей день. Мы повесим вот куда-нибудь вот сюда. Чтобы место. И, конечно же, сосульки всевозможные. Вот такие вот спиралевидные, перевитые, либо вот просто с прямой поверхностью, ровной поверхностью, украшенные полосками, мазками. Всевозможные сосульки тоже начинали с тех года выпускаться. Повесим сосульку, сюда повесим. И эту сосульку тоже мы прикрепим куда-нибудь вот сюда. Также в то время выпускались интересные звери какой-то неопределенной породы. Не то собака, не то медведь. Ну, это как наподобие вот такой вот игрушки, хотя здесь она больше похожа, конечно, на собаку. Ее тоже повесим на елочку, найдем ей место. Давайте вот здесь найдем место на нашей елке. Также, конечно, в большом количестве выпускались, опять же, елочные игрушки на прищепках. Опять же, сказочные всевозможные персонажи. Обязательно Дед Мороз вот такой вот. То есть это
уже производство таких игрушек на прищепках уже начиналось ранее, но вот в 70-е годы оно как-то усилилось, увеличилось. Вот такую вот игрушку, мы ее куда-нибудь сюда прикрепим, посадим нашего Деда Мороза. Вот такие вот тоже. Ребенок-малыш в таком желтом комбинезончике, немного напоминающим, опять же, того космонавта, малыша. Опять мы найдем этой игрушке где-то место. Мы ее вот сюда повесим, прикрепим за прищепку. И вот такие вот звери. Хотя такие звери появлялись и уже позднее, ближе к 90-м годам. Но начинало это производство и в 70-е годы. Эту обезьянку тоже куда-то мы и посадим поближе к верхушке. Найдем место. Вот такой вот замечательный яркий пингвин, как будто словно сошедший с кадров советских мультфильмов того времени. Яркий цвет, почти не слезла еще краска. Замечательная. Хоть и считается, что производство елочных игрушек в то время было застойным, но тем не менее вот сейчас смотрим на эти игрушки и мы радуемся, восхищаемся, какие они красивые, яркие. Даже эти вот серийные однообразные шарики, колокольчики, они, тем не менее, также интересны. И вот такие вот 70-80-е годы выпускались. Это у нас вот такой эскимосик интересный. Или эскимосик, напоминает каких-то вот представителей тех вот народов, оленеводов. То есть легкими движениями кисти мы обозначили лицо и шубку, орнамент его шубки, опушки. Тоже найдем где-нибудь место. Ну, спереди у нас уже места здесь вот практически не хватает, поэтому вешаю уже сзади куда-нибудь. Мы елку сможем смотреть вокруг, круговой обзор у нас. И выпускались вот также и такие птички всевозможные. Совушки опять на прищепке. Птички вот такие вот маленькие, как невелички. Это 70-е годы, 80-е годы, опять же. Птичку повесим куда-нибудь повыше. Совушку повыше. Ну и снеговик. Такой вот замечательный снеговик. Тоже примерно те года. Ну и 80-е годы выпуск продолжался, тот же однообразный выпуск елочных игрушек, которые не отличались особыми оформительскими идеями, дизайном, каким-то оригинальным декором. Вообще в этот период 70-х, 80-х годов был провозглашен лозунг «Экономика должна быть экономной». Поэтому технологически сложные, требующие большого времени на изготовление игрушки, на смену таким игрушкам пришли обычные, более простые в исполнении и по времени, елочные большие шары, большие и маленькие, какие-то колокольчики с простым золотистым или серебристым напылением. И так вот во многих семьях появились всевозможные шары с таким вот золотым или серебряным напылением, разной цветовой гаммы, разных размеров, украшены звездочками, снежинками или какими-то цветочками. Это было в 80-е годы. Вот такой вот шарик тоже. Либо вот такие были вот с точками, с узорами, 80-е годы. Такие шарики. Ну, повесим его тоже вот сюда, куда-нибудь сзади, где у нас еще осталось место.
Традиция украшать елочную макушку звездой существовала со средних веков. И в советское время Вифлеемскую звезду заменила красная рубиновая звезда, похожая на те, которые при советской власти были установлены на башнях Кремля. Вот такая рубиновая звезда, а у нас она немножко имеет свой дизайн, но тем не менее она тоже пятиконечная, существовал очень продолжительное время. А такие звезды выпускались вплоть до середины 80-х годов. И во многих семьях даже сейчас, когда наряжают елку, на макушке занимает свое место такая звезда или алая, рубиновая. А иногда даже внутри этой звезды заложена лампочка, которая подсоединена к крыле электрогирлянды, и тогда она еще и светится. И действительно, по-особому удивительный дизайн советской елки, которая богато украшена игрушками, мишурой, гирляндами, он очень необыкновенен и может существовать, я думаю, что бесконечно. Поэтому неудивительно, что в последнее время возврат к тому, чтобы наряжать елку в стиле советского времени, эта традиция жива. А как мы знаем, что мода имеет свойство возвращаться в прошлое. Но на современном этапе, конечно же, игрушки, они тоже развиваются, и традиция елочной индустрии, она не стоит на месте. Но тем не менее наблюдается возврат к игрушкам прошлого. А что это значит? Игрушки начинают расписывать все более вручную, и мы можем увидеть много игрушек, на которых изображены прекрасные пейзажи российские, холодные снежные зимы, и также присутствует еще и роспись в стиле государственной символики, например, с изображением Кремля. В начале 2000-х годов стала модной западная традиция украшать елки шарами двух цветов, сочетающихся между собой. Например, красного и золотистого, синего и серебристого, вот как этот шар. И украшать елки парчевыми бантами подходящих цветов, подходящих к шарам. И никакой мишуры или дождя из фольги. Но такая мода недолго увлекала наших соотечественников, поэтому скоро вернулись к прежнему способу убранства елок. То есть также разнообразие в игрушках, различные фигурки, шары, такой более яркий, интересный декор. И, опять же, завешивали так густо елки, что порой даже не было видно зеленых ветвей из-под этого всего обилия. Также в конце 90-х годов, в начале 2000-х было модно, популярно покупать искусственные елки ненатуральных цветов. Это белого, синего, даже рыжего, золотистого или серебристого цветов. И украшать их шарами одного размера и оттенка. Ну, тоже это было какое-то время модно, но потом стало не так актуально, хотя такие елки тоже можно сейчас приобрести при желании. И в начале 2000-х годов стала модным эта традиция, опять же, возвращения к прошлому. Стали применяться игрушки из соломы, из жгутов, из каких-то вот шпагата, из веревок, самодельные игрушки из бумаги. Вот этот шарик мы повесим, найдем место. То есть такой своеобразный возврат к прошлому. И всевозможные игрушки сделаны как будто своими руками. Это из ваты, из войлока, различные ангелочки, лебеди, птички, какие-то, опять же, колокольчики, шары, расписанные интересными узорами.
это вот с начала 2000-х годов. И поэтому такая мода заставила многих обратиться к своим старинным шкафам, комодам, антресолям и достать оттуда убранные за ненадобностью вот старинные игрушки, оставшиеся именно со времен середины 20 века, например, и вешать, украшать свои елки. И такая вот мода, если вот можно понаблюдать, такая мода сейчас вот имеет место быть. Многие любят украшать свои елки такими старинными стеклянными игрушками. И сейчас очень часто в магазинах можно увидеть стеклянные именно игрушки, не пластиковые, не искусственные, а именно из стекла, расписанные вручную, очень дорогие, красивые игрушки, такого, можно сказать, как произведение искусства порой они выглядят. Ну, а чтобы порадовать своих детей, вы можете нарядить елку, обратившись к прошлому, к традициям прошлого, нарядить, как когда-то в 19 или в начале 20 века, нарядить елку самодельными игрушками, изготовленными там или из ваты, из папье-маше, сделать это вместе с детьми и украсить также орехами, шишками, тронутыми чуть-чуть золотистой или серебристой краской, и фигурками из шоколада, из печенья, из пряников, завернутыми в цветную там, или серебристую фольгу и со специальной веревочкой, чтобы вешать на елку. Это все очень порадует детей. Вот так и как раз хотела сказать, что вот именно в 2000-х годах начали выпускаться как замена, альтернатива хрупким стеклянным игрушкам. Выпускались пластиковые, акриловые игрушки, которые уже были не такие хрупкие, более прочные, однотонные шары, какие-то колокольчики, опять же сосульки, фигурки животных. И сейчас вот найдем на нашей елочке место этому шарику. Ну, вот посмотрите на нашу елочку, какая она получилась красивая, яркая, интересная, такая ретро-елка. Ну, а вам, дорогие зрители, мы хотим пожелать вам удачи, везения в новом году, конечно же, крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия в ваши дома, в ваши семьи. И с Новым годом, дорогие друзья!